В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы, 16 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Главы районов должны активнее привлекать на борьбу с огнем местное население. Какие села на особом контроле по лесным пожарам? Отработал 5 лет в Арктике и купил квартиру. Педагоги получили жилищные сертификаты. Индигирка 500. Охота и рыбалка теперь станет доступнее благодаря аэролодкам ленского производства. Они не имеют аналогов в мире. Завершилось благоустройство столичного озера Талая. Сегодня обсудили дальнейшее содержание общественного пространства. Экспонаты времен войны и уникальные вещи 17 века. В музее имени Ярославского открылась экспозиция, посвященная Алекминскому району. В Якутии продолжает действовать 251 лесной пожар, при этом тушат 75 возгораний в 17 районах республики. Айсен Николаев провел сегодня очередное селекторное совещание с главами районов и городов. Борьбу с огнем ведут 2100 человек и более 260 технических средств. Прямой угрозы населенным пунктам нет, однако главам районов поручено активнее подключать к тушению добровольцев из местного населения, координировать их действия по выявлению и локализации очагов. На особом контроле находятся лесные пожары на территории 5 населенных пунктов. В 3 наслегах Горного Улуса, в селе Сюльдюкар Мирнинского района и в селе Кемпиндяй Сунтарского Улуса. В зону задымления попадают 26 населенных пунктов. Сейчас к эпидобстановке еще 102 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Из них 53 в Якутске. В Алданском районе 7 случаев, в Мирнинском и Аймеконском по 5, в Нерюнгринском и Усть-Алданском по 4, в Булунском, Вилюйском и Оленекском по 3 заражения. Еще 1-2 человека заболели в 10 районах региона. Почти 3000 исследований на ковид провели лаборатории республики за сутки. На сегодняшнюю дату использовано уже 91% от общего объема вакцины, которая поступила в республику. И буквально в начале недели мы подали заявку в Российскую Федерацию, Министерство здравоохранения для приоритетного распределения для нашей республики вакцин. Порядка 100 тысяч доз ожидаем в ближайшее время. Значит, первая поставка, которая по нашей заявке будет, это 2400 доз, предварительно в понедельник. В селе Хамагата Анамского района по нацпроекту образования в этом году откроют новую школу на 220 учащихся с интернатом на 50 мест. Строительная готовность объекта 65%, а ввод в эксплуатацию намечен на декабрь. Об этом сегодня сообщили на организованном Минстроем Якутии пресс-туре для региональных СМИ, где показали возводимые объекты по национальным проектам. Школа будет спортивным уклоном. В Хамагатинском наследии проживает более 2000 человек, детей от 7 до 18 лет 320 детей. А старая школа, которая сейчас... Старая школа у нас в 2015 году является аварийной школой. Вообще ее мы закрыли. И с этих годов, начинаем с 2016 года, строительство нового объекта. В Улусе по нацпроектам возводят сразу несколько социально значимых объектов. Это не только школы, детские сады и культурные центры, но и многоквартирные дома по программе переселения из аварийного жилфонда. До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 5 жилых домов. В целом, по программе переселения ветхого аварийного жилья до 2025 года должны построить 29 тысяч квадратных метров. Из них в прошлом году было построено более 3000 квадратных метров. В этом году мы планируем построить более 5000 квадратных метров. И думаю, мы все это в этом году решим, завершим все строительство. Арктика – это территория будущего для современной науки. Потенциал Заполярья обсудили в Москве на площадке Ассоциации инновационных регионов России. Дискуссия прошла в рамках Ленского клуба. Эксперты обсудили важность научно-образовательного центра «Север», который создан в Якутии. Он объединил ученых и производственников всего северо-востока страны. На его базе в Тиксе уже заработал испытательный полигон, где начались эксперименты на устойчивость к перепадам температур строительной продукции. Также центр «Север» будет
будет заниматься поиском оптимальных для Арктики решений в области энергетики, займется вопросами изменения климата в планах развития криохранилища. Научно-образовательный центр открыт для новых идей и резидентов и готов к сотрудничеству как с российскими, так и иностранными партнерами. И действительно мы наметили пути, по которым можно дальше развивать наше сотрудничество, наше обсуждение перспективных проектов научных образовательных центров. И дальше, я думаю, мы будем двигаться совместно также, приглашая внешних экспертов, обсуждая новые проекты, проблематику в научных образовательных центрах. Привлекают в Заполярье работников. 25 педагогов, проработавшие по 5 лет в арктических олусах, получили жилищные сертификаты. Одна из них, Лена Потапенко, преподавала иностранный язык в школе Нижнеколымского района. Еще со школьной скамьи мечтала стать учителем. В 2015 году окончила Институт зарубежной филологии СВФУ и сразу поехала на север. Спустя год стала участником республиканской госпрограммы. По словам педагога, за 5 лет работы в северной школе она не только выросла профессионально, но и получила жизненный опыт. Преподавала английский, замещала руководителя в музыкальной школе, 2 раза участвовала в съезде малочисленных народов Севера. Сейчас у Лены Потапенко есть жилищный сертификат, и она планирует приобрести двухкомнатную квартиру в столице. В течение этих 5 лет, 6 лет, в общем, я проработала там. Колоссальный опыт в плане общения. У меня произошел такой прямо личностный рост, прям прорывной личностный рост. Думаю, дальше идти работать где-нибудь в другой школе или, может быть, просто помогать нашему обществу, потому что меня очень волнуют социальные вопросы таких населений в условиях Арктики. Отмечу, что сейчас в Министерстве образования и науки продолжается прием заявок для участия в госпрограмме. Основная цель данной работы – привлечение и обеспечение кадрами отдаленных школ республики. По условиям подписывают трехсторонний договор. Согласно документу, педагог должен проработать минимум 5 лет в образовательных учреждениях Севера. И ему предоставляется господдержка для приобретения жилья в любой точке Якутии. Сейчас мы выбрали примерно 70 таких вакансий. То есть у нас в этой программе участвуют 17 улусов. Это Арктика и Север республики. Они нам направили, вакансия это выглядит таким образом. Идет название школы, указывается предмет, и количество часов. Мы очень рады, что программа возобновлена. Это решение правительства Республики Саха-Якутия. И мы совместно отрабатывали с Министерством строительства республики, с другими коллегами. И сейчас мы имеем возможность от 30 до 40 новых участников в этом году отобрать. Профориентационную сессию для учащихся старших классов провели в Якутске. Мероприятие, организованное Центром развития «Интегра» и пространством развития «Точка кипения», прошло в онлайн и офлайн форматах. Сессия состояла из 3 этапов. Интерактивная часть, дискуссионный блок с представителями организаций, связанных с образованием, а также мастер-классы от профориентологов. Целью сессии стала не только помощь в выборе учебного заведения, но и информирование абитуриентов по поступлению. Помимо этого проведены тестирования детей по математике и русскому языку. Ребенок при выборе профессии должен ответить на 4 главных вопроса. Это что я умею, что я люблю делать, что нужно людям и за что будут мне платить деньги. Таким образом, ребенок составляет все свои умения, все свои сильные стороны, все свои хобби, привычки, умения, все, абсолютно все. И потом сопоставляет их с тем, что нужно миру. Тогда уже у ребенка может сложиться мнение о том, в каком университете он может получить данную специализацию, вообще какие специализации подходят ему при такой проработке. Охота и рыбалка теперь станет доступнее благодаря аэролодкам ленского производства. Они не имеют аналогов в мире, по словам их изобретателя Юрия Ильина. Погостив в Якутске и получив оценку со стороны правительства, конструкторы отправились домой, в Ленск. Добрались на водном транспорте собственного производства за 23 часа. Как показало себя в дороге суперсудно и какие планы у производителей, узнала Анна Кожевникова. Эта аэролодка не имеет аналогов во всем мире. Ее преимущества можно перечислять и перечислять. Но основные из них – безопасность, экономичность, управляемость, скорость. Данная лодка может пробраться в самые труднодоступные места, а также зимой по торосам и снегу.
Но самое главное, что данный водный транспорт собирают ленские мастера. Разрезая водную гладь, развивая максимальную скорость до 82 км в час, это при объеме двигателя 1,5 литра. Бороздит просторы Лены новое чудо техники известного ленского предпринимателя Юрия Ильина. Создать такой уникальный транспорт могли только очень целеустремленные и упорные люди в наших-то северных условиях, где нет заводов и фабрик, а транспортная логистика по мировым меркам все еще на уровне годов 70-х прошлого века. В один прекрасный момент мы решили, что тоже чего-то можем. Поэтому проехали по всей стране, посмотрели производителей, кто на что способен. И вот решили свое сделать. То есть везде подобрали ошибки, у кого какие есть. Максимально постарались их устранить. Сложностей возникало немало. Плазменную леску заказывали в Санкт-Петербурге, клеили лодки также в северной столице России. Детали выточены по собственным чертежам, и вся сборка осуществлялась в Ленске. В ней принимали участие 5 человек. На итог получили экземпляр, превосходящий своих предшественников на российском рынке. Во-первых, легкость, то есть вся конструкция вместе с мотором, снаряженная масса 550 килограмм весит. Во-вторых, это маневренность. Маневренность достигается за счет управления штурвалом и рулевыми тягами. Дальше безопасность, то есть по сути в этой лодке внутри встроена еще одна лодка. То есть в случае протыкания одного баллона, это, конечно, чрезвычайный случай, но даже если так произойдет, внутри есть еще один запасной баллон. Мотор стоит вазовский, 21-126, доработанный. То есть по сути вся начинка канадская и японская. А также собственное программное обеспечение, проводка надежно изолирована, за безопасность отвечает автоматный блок, как в самолете. Защита Ту-154, то есть магнитные. В случае замыкания защелкивается, мы уже видим, какая линия, где повреждена. Испытали свое детище сразу в первое лето. Отправились в Якутск для презентации аэролодок правительству в прошлом году. Время в пути составило 21 час по течению и обратно 23. Конструктивно все построено, ни на болтиках, ни на гаечках. Это, можно сказать, как заводское все это все сделано. Техника замечательная. На воде себя уверенно чувствуешь. Сегодня многие считают, что цена завышена. Она составляет 1 миллион 800 тысяч рублей за прототипную модель. Но общие затраты обошлись производителю в 10 миллионов. Да и подобный транспорт в других регионах стоит примерно так же. К тому же при массовом производстве цена снизится в 2 раза. Остается ждать, что республиканские власти поддержат проект ленских предпринимателей. И Индигирка 500 прославит Ленск и ее изобретателей далеко за пределами региона. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Мирнинцы смогут гулять по скверу учителей. Новую зону отдыха городские власти планируют обустроить на улице Аюнского, на месте снесенного многоквартирного дома. Рядом находится 12-я школа. Обустроить пустующее пространство предложили в администрации Мирнинского района. Архитекторы алмазной столицы сейчас разрабатывают эскиз. В мэрии готовят эскизное предложение. Сквер учителей, то есть это будет площадка, территория общего пользования с какой-то скульптурной композицией, с озеленением, с установкой малых форм архитектурных. А в Якутске уже завершилось благоустройство озера Талое. Сегодня обсудили дальнейшее содержание, эксплуатацию и социокультурное наполнение. Полностью обновили мост, построили беговые и пешеходные дорожки вокруг озера. А также появился амфитеатр. Обновленное общественное пространство увидел Александр Нестеров. Активный вид отдыха, прогулки с семьей, вкусная еда и все это на одной территории. Раньше об этом можно было только мечтать, а сейчас это факт, который радует жителей нашего города. Я всегда благодарю тем, которые это сделали, еще тут убирают. Очень нравится. Очень красиво стало и интересные архитектурные идеи. Например, вот эти вот высокие скамейки, такого я раньше нигде не видел. Именно такой реакции добивались создатели данного проекта. Еще в далеком 2014 году, когда главный архитектор республики Ирина Алексеева обсуждала с жителями столицы возможность реализовать проект зоны отдыха городского канала на Талом озере. Сегодня территория, во-первых, очень функциональна. Мы полностью сохранили всю эту зеленую зону. Вот если жители помнят, там был раньше армянский сквер. Вот. Можно сейчас посмотреть, там зона оборудована современными малыми архитектурными формами. Мы привезли оборудование не местного производства, поставили. То есть мы показываем сегодня городу пример того, как должны быть, на каком уровне должны быть изготовлены те же лавочки, урны. Если обратите внимание, они совершенно другого характера, другого качества. Отличается не только качество, но и дизайн. Впервые пространство в Якутске полностью оформлено в модном стиле лофт. Было много работы проделано. В принципе, все Талое озеро преобразилось в данном случае
были кольцованы, получается. С левой стороны у нас не было суши. Сейчас у нас пешеходная дорожка полностью со скамейками, с габионами. И вот входная поменялась, новую поставили, вышку, получается, с освещениями. Для молодежи и так далее, вот амфитеатр. Также была сделана площадка для лодочника у воды, получается. И смотровые 3 штуки. Там и мост у нас маленький построен. Ну, как видите, сплошняком можно спокойно гулять. Также на территории озера появились 2 площадки, специально для предпринимателей Якутска, чтобы они могли здесь развивать свой бизнес, но при этом к ним также будут предъявляться свои требования, самое главное из которых – наличие свежей идеи и современный подход. Есть многие сообщества современных предпринимателей, которые хотят вкладываться в подобные проекты. Да? Они, ну, на мой взгляд, все-таки неочевидны, и со стороны понимания, наверное, бизнеса, они авантюрные даже, да, в каких-то местах. И тем не менее они есть, и с ними надо работать. С ними надо работать, их надо поддерживать, их надо очень сильно, мне кажется, даже подпитывать чем-то для того, чтобы они рождали вот какие-то новые прекрасные проекты, в том числе и бизнес-проекты, успешные. Да? Ведь только в таком тесном сотрудничестве можно развивать и продвигать подобные масштабные проекты и претворять в жизнь даже самые смелые идеи. Александр Нестеров, Владимир Павлов, Якутск. Алёкма через прошлое в будущее. Под таким названием сегодня открылась выставка в музее имени Ярославского. Она посвящена столетию якутской автономии. Экспозицию осмотрела наш корреспондент Валерия Наумова. Вот уже 36 месяцев 34 муниципальных района и 2 городских округа продолжают знакомить посетителей с многовековой историей. Сейчас с 14 на очереди Алёкминский район. Именно они сегодня здесь, в музее имени Ярославского, открыли выставку «Алёкма. Сквозь прошлое в будущее». В 1635 году енисейские казаки во главе с Петром Бекетовым основали острог, который впоследствии превратился в город. С того времени Алёкминская земля является хранителем традиций якутской многонациональной культуры и примером дружбы народов. Более 60 этносов пустили здесь свои родовые корни, навечно связав свою судьбу с этим краем. А вот культура Алёкминского района, она совсем другая. Если у нас есть монорайоны, где живут или венги, или долганы, или там якутское население, то в Алёкминске население очень разнообразно. Это и татары, башкиры, живущие веками, это якуты, местное население, и эвенки, и, естественно, русские, а еще если посмотреть имщики, допустим, скопцы, земледельцы, землепроходцы. Это такой большой культурный слой. И вот в этом помещении сегодня попытались это все как бы воплотить. Первый генерал из Якутии Михаил Котельников, первый летчик из якутов Алексей Торговкин и первая женщина-военный летчик Вера Захарова. Это далеко не полный список героев этого края. Открывшаяся экспозиция расскажет про всех выдающихся людей и познакомит с историей становления и развития Алёкминского района. Значительный фактор, который говорит об вообще участии в национальном проекте «Культура», об интересе людей к музейным экспонатам, вообще об интересе людей к своей истории. То есть мы сегодня ведем и воспитательную работу, просветительскую работу, работу, которая объединяет жителей нашей республики вокруг одной идеи. Мы здесь родились, мы здесь живем, и эта история продолжается. Примечательно, что данные выставки музей Ярославского проводит с 2019 года. Каждый район представляет свою экспозицию. Всего за это время данные мероприятия посетили более 70 тысяч человек. Все желающие видеть экспозицию Алёкма через прошлое в будущее могут сделать это до 13 августа. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. В ботаническом саду мирнинцы смогли снять напряжение, вооружившись кистями и красками. Что такое арт-терапия? На мастер-классе побывали наши коллеги и выяснили, как рисование влияет на человеческий организм. Великий живописец Поль Гоген создавал шедевры, находясь в райских условиях островов Тихого океана. Небезызвестный Пабло Пикассо вдохновлялся пейзажами Франции. А вот мирнинцы решили творить на территории ботанического сада. Условия, правда, не столь шикарные, как у гениальных художников. Все-таки в воздухе чувствуется запах гари из-за пожаров в Якутии. Но людей это не останавливает. На мастер-классе практически нет свободных мест. Еще бы, брать с собой ничего не нужно. Все инструменты получили на месте, а мероприятие 18+. Обнаженных натурщиков не видно. Неужели для детей краски пожалели? Да нет, говорят организаторы, коронавирус. Будем спокойны за здоровье малышни, а вот здоровье взрослых, психологическое, как раз поправит рисование. Мы можем вот так, а вы себе
А вот и дождь. Будем считать, это брызги от моря, которое как раз предложили нарисовать горожанам. Ведь его так не хватает на севере. Тем более в подобном пейзаже преобладает синий и голубой. Первый, по мнению психологов, усмиряет аппетит, подавляет тревогу, улучшает концентрацию внимания. Второй помогает избавиться от проблем со сном и убирает зажимы. Арт-терапию придумал художник Адриан Хилл. В 1938 году он лечился в санатории от туберкулеза и заметил, как улучшается самочувствие во время рисования. Уже в следующем году в этом же учреждении Хилл лечил искусством раненых солдат. В наше время арт-терапию проводят для подростков, для больных онкологией, для людей, пытавшихся совершить суицид. Противопоказаний нет. Рисование – это непосредственно правополушарие, да, головного мозга начинает активно работать. И техника, в которой мы будем сегодня рисовать, она будет больше правополушарная техника. Там, где мы отключаем критика, перфекциониста, даем свободу своему творчеству. Краски – это как витаминки для мозга. Витаминизироваться в свободный вечер решила и Ольга Мыреева. Преподаватель английского, постоянный посетитель творческих мастер-классов. Уже несколько лет увлекается шитьем. Мне кажется, рисование это успокаивает, как у японцев. Вот есть же сад. А рисование, мне кажется, сейчас как бы насыщает нас позитивными эмоциями. Несмотря на дождь, нам радостно. Вот видите, вокруг никто не грустит. Домой, в общем, ушли не только радостные, но и с лично написанной картиной. Вот такая она, арт-терапия. Кристина Каширина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше – получите вакцину. Всего доброго и удачных вам выходных.